И когда в 1995 году между администрацией президента России и правительством Республики Абхазия был подписан этот договор, вы знаете, это нашей радости просто не было границ. Это был первый официальный документ, подписанный между двумя странами. Плохо это или хорошо? Вы сами рассуждаете, пожалуйста. Но кому мы отдали эту дачу? Господину Ельцину. Человек, кроме пакости, ничего хорошего в Абхазии не сделавшим. И когда ты начинаешь все это через себя пропускать, всю эту информацию, и подходишь к сегодняшним нашим проблемам, битва за, значит, госдачу, конечно, вы знаете, вот мне, например, откровенно говоря, непонятен вот такой подход. Что значит мы теряем часть своего суверенитета? Простите, пожалуйста, а кто охраняет Черноморское побережье Абхазии? Кто границу сухопутную охраняет? А кто воздушное пространство прикрывает? Кто это? А военные базы, которые построены на территории Абхазии, а их же десятки, дорогой Тенгиз. Что, наш суверенитет на эту территорию, на этой военной базе действует? Нас туда пускают? Таков, значит, алгоритм межгосударственных соглашений. А что межгосударственные соглашения? Они должны быть обязательно вопросом обсуждения улицы, толпы. Почему что улицы? Так должно быть. Вы, если позволите, Почему? если вы задали вопрос... Я заканчиваю. Что сегодня органы государственной власти Абхазии не в состоянии решить? Вы говорите, что там вот, я вчера слушал, вот в парламенте много молодых людей, они могут неправильно решить этот вопрос. А мы же их избрали с вами. Что, мы теперь уже через 3 месяца им не доверяем или через 4 месяца? Мы уже им не доверяем. А как нам быть? Зачем тогда нам нужен президентской структуре, правительственной структуре, парламентской структуре, другие структуры государственного управления? Для чего нужны, если мы это будем на улице решать? Мы что, так решаем политику по отношению к России? Что, у нас есть еще другая страна, которая сегодня обеспечивает нашу безопасность? А что мы говорим о суверенитете? А кто признал наш суверенитет? Разве не заслуга России в том, что еще несколько стран признали наш суверенитет? В том числе и Сирия, одна из, кстати, не маленьких стран. Разве это не заслуга России? Это мимо России прошло. И, конечно, когда в контексте мы все эти вопросы рассматриваем, наши взаимоотношения с Россией, и вдруг мы спотыкаемся о даче и говорим о том, что... Вчера даже один сказал, а что, говорит, возьмут они, допустим, леса там вырубят и так далее, и будет экологическая катастрофа. Что, в Москве сидят и топоры точат, чтобы эти деревья срубить? А я больше чем уверен, что туда новые саженцы привезут.